Заборского. Я рад и горд и счастлив открыть первую сессию этой конференции. Сейчас без лишних вступительных речей свой доклад представит Денис Меленцов. Доклад будет касаться, как вы все видите в программе, мягкой силы Беларуси и ее потенциала воздействия, оценка ее потенциала воздействия в регионе. Оппонировать ему будет Александр Шпаковский, Центр Цитадель, если я не ошибаюсь. Денис, начинаем. Пару годов тому мы хотели провести досить великое исследование с порівнянням российской и европейской мягкой силы в нашем регионе. Усходнеевропейским это Беларусь, Украина, Молдова. Але після всіх подій около України, натурально, що сама концепція м'якої сили і сама ця тема, вона трошки відійшла на інший бок і стали в першу чергу такими превалюючими питаннями більш оборони військової і так далі. Тому ми трошки покинули глибоко цю тему, але під час того, як ми спробували трошки заглибитися, спробувати вивчити і сам концепт, і яким чином Росія, яким чином Європейський Союз применяют рычаги мягкой силы в этом регионе, мы зрозумели, что оказывается, что в нашей невеликой синеокой родине есть так само певна своя мягкая сила, и вырашили ее больше детально доследовать. Ну вот, дякуючи этому конкурсу и конкурсу Центра Заборского, у нас такая можливість отрималась, и, конечно, были обмежованные мы по можливостям і по часі, тому ми взяли тільки такий перший кавалок, який дотичить ресурсів м'якої сили, не чіпали поки що ні інструменти, ні оцінку впливу, і спробували замірити, яким чином Білорусь впливає праз механізм, яким чином ці є увогуле потенціал для механізму м'якої сили в Білорусі у відносині до її сусідів. Вельми коротко, что такое мягкая сила для тех, кто не ведает про эту концепцию. Это такая теория, которая была започаткована американским доследчиком Джозефом Ноя еще на початку 90-х годов. И идея полягала в том, что державы, особливо великие державы, сусветные центры силы, такие как Соединенные Штаты Америки, такие как Россия, Китай, яны оказывают вплив не тільки праз економічний некий тиск, праз військову моц, але так само мають некую таку певну притягальність, мають свою модель, лад життя, яка може сприяти тому, що інші країни долучаються або не долучаються до інтеграційних процесів, проєктів при уділі цих країн. І це, коли вельми так коротко, по Джозефу Наю, це можливість держав впливати на поведінки інших міжнародних акторів праз такі м'які механізми, кооптація, притягальність, нав'язування порядку дня і так далі. І на початку 2000-х Джозеф Най трошки розповсюдив цю свою концепцію, він видав книжку, присвячену якраз цій темі, і зараз він розвиває таку концепцію Smart Power. То бок это такая мешанка мягкой силы и hard power, такой твердой силы. Тим не менш, така досить цікава теорія, яка на наших просторах майже що не примінялась ніяким чином. Спочатку я ще раз хочу підкреслити, що вивчають, звичайно, особливо потенціал або ресурси м'якої сили. Ці є у вогулі України певна притягальність, наскільки вона притягальна, наскільки вона популярна. Є особливий механізм м'якої сили або рычаги м'якої сили, це такі як інституції, публічна дипломатія і так далі. І аналізують так само впливи, яким чином ці інструменти впливають на політику тої чи іншої країни. Ми тут використовували, ми брали тільки ось цей перший блок, тобто ресурси м'якої сили, і аналізували їх праз 4 методи. По-перше, ми зробили обзор соціологічних досліджень, які коли на протягу опошніх 10-15 років робилися у сусідніх з Білорусі України, для того, щоб зрозуміти, яким чином наші сусіди ставятся до Беларуси, то бок это сяброўская краіна, ворожая краіна, яким
якім чынам яны ставяцца да саміх беларусаў прыязна, непрыязна, нейтральна і так далей, якім чынам яны ставяцца да беларускіх тавараў, беларускіх брэндаў, адукацыі, ці з'яўляецца Беларусь прыцягальнай з пункту гледжання турызма, з пункту гледжання міграцыі і так далей. Вось такі сред, якім чынам на нас глядаюць суседзі. Другі ўзровень аналіза – гэта аналіз міжнародных рэйтынгаў, у якіх знаходзіцца Беларусь, то бок ці ёсць патэнцыял нейкім чынам прадстаўляць гэта высокую пазіцыю, допустим, Беларусі, як частку нашага нацыянальнага іміджа для прасоўвання, скажем, тых же самых беларускіх тавараў, ці паляпшэння беларускага іміджа для павышэння прыцягальнасці Беларусі як краіны, куды трэба ўкладаць інвестыцыі. Трэці метад – гэта аналіз пашуковых запросаў у інтэрнэце, з чым асацыюецца беларус, калі я шукаюць у інтэрнэце. Гэта таксама дае такія пэўныя матэрыялы для аналіза, досыць цікавыя, я пра іх трошки больш падрабязней распавяду. То бок, як успрымаецца сама Беларусь, што з гэтым для можна рабіць, ці трэба гэта не карэктаваць. І чацвёрты – гэта контент-аналіз. Мы выбралі два самых буйнейшых наведванні з популярнейшых сродкаў масавай інфармацыі кожных з гэтых 5 краінаў і паглядзелі, пра што там пішуць у сувязі з Беларусю, наколькі часта пішуць, наколькі шмат, наколькі распаўсюджана пішуць. Там было вельмі шмат параметраў і аб'ём гэтых артыкулаў, якія там упамінаюцца бренды, або фірмы, або асобы, тэматыка і так далей. На гэтым слайдзе паказана ўспрыняццё Беларусі, но тут толькі пазітыўнае у суседніх краінах. Тут варта адзначыць некалькі такіх асноўных тезісаў. Па-першае, што Беларусь адназначна ўспрымаецца як сяброўская краіна і да беларусаў ставіцца пазітыўна ў нашых усходнеславянскіх суседках. У Расіі і Украіне. У Расіі Беларусь знаходзіцца на першым месцы па сяброўскасці. В Украіне зараз Беларусь таксама знаходзіцца на першым месцы. Раней гэта была Расія, але пасля ўсім вядомых падзеяў, канешне, папулярнасць Расіі вельмі моцна знізілася, адпаведна, Беларусь выйшла на першае месца. Што цікава яшчэ можна сказаць пра Расію, тое, што ў Расіі сярод расійскага насельніцтва вельмі вялікая папулярнасцю карыстаюцца беларускія тавары. Паводле еўразійскага барометра атрымліваецца такім чынам, што на першым месцы па папулярнасці знаходзяцца нямецкія тавары, другое месца дзеляць Беларусь і Японія. Яшчэ што цікавае, тое, што Беларусь успрымаецца расійскім насельніцтвам як досыць моцная і значная вайсковая сіла, то бок да Беларусі гатовая звяртацца па вайсковую падтрымку. І, адпаведна, грамадзяне Расійскай Федэрацыі таксама гатовыя прадастаўляць такую вайсковую падтрымку для беларусаў. І увогуле можна сказаць таксама, што гэта сіметрычнае такое стаўленне, таму што паводле беларускіх апытанняў стаўленне да Расіі, яно таксама вельмі такое сяброўскае. Таму можна зрабіць выснову, што тут ёсць патэнцыял, вельмі моцны такі патэнцыял для гэтай сілы, і што датычыць таксама і беларускіх тавараў. Яны вельмі папулярныя, з гэтым можна працаваць. Денис, а за 100% што берецца? Ад чаго гэта працэнт? Гэта адказы. Гэта адказы на пытанні. То бок ставіцца пытанне ў сацыялагічным пытанні, ці лічыце вы Беларусь сяброўскай краінай? Это процент ад апытаных, так? Так. Это еўразійскі барометр? Это еўразійскі барометр. Дадзім выпадак. Таму што там аналізавалася шмат розных апытанняў. Самае апошняе і самае поўнае – гэта еўразійскі барометр. Па Украіне. Па Украіне, хаця Беларусь знаходіцца на першым месцы таксама па сяброўскасці, там трошку іншая сітуацыя з таварамі, таму што нельга сказаць, што яны настолькі папулярныя беларускія тавары для насельніцтва Расійскай Федэрацыі, таму што на першым месцы у украінцаў знаходзяцца тавары з Еўрапейскага Саюза. Беларусь таксама не цікавая для украінцаў як турыстычная дэстынацыя. Яны таксама указваюць, што краіны Еўрапейскага Саюза нашмат больш цікавы. Тое ж самае і для Расіі, я забыўся пра гэта сказаць. На першым месцы для расіян Турцыя, гэта таксама пытанне, дадаўся гэтых турецкіх падзеяў, і Еўрапейскі Саюз. Беларусь, хаця ёсць такое меркаванне, што Беларусь для рускіх вельмі такая цікавая турыстычная краіна, насамрэч гэта не так.
Украіна так само не схильна приймати білоруську військову підтримку і не схильна активно допомагати Білорусі в випадку чого. Тим не менш, відавочна, що українці проявляють цікавість до білоруської культури, ёсць цікавість так само до пошуку праці в Білорусі, і гэта відавочна після 2014 року. Калі мы возьмем краіны Европейского Союза, наши суседки, Польшу, Литву, Латвию, там ситуация абсолютно отрознивается от того, что у России и в Украине. У Польши колькость тых, хто ставіцца пазітыўна, і колькасць тых, хто ставіцца негатыўна до Беларусі прыкладна аднолькавая, і яшчэ большы працэнт тых, хто ставіцца індыферэнтна. Тут такія былі досыць істотныя ваганні, былі такія часы, калі да Беларусі ставілася пазітыўна толькі 18% палякаў, гэта конец 90-х годов, потым ситуация выраўнялася, прыкладна ў 2013 годзе гэтыя пазіцыі негатыўна-пазітыўныя не сраўняюцца. Зараз Беларусь па прыязнасці знаходзіцца на 22-м, калі я не памыляюся, месцы для палякаў паміж габрэямі і эстонцамі. Яшчэ што цікава можна сказаць пра стаўленне насельніцтва Польшчы, тое, што яны практычна не адрозніваюць беларусаў і рускіх, калі пытаюцца якраз такі папулярнасць, непапулярнасць. Мы тут не кажам пра ўспрыманне краіны як пагрозы, таму што гэта асобнае пытанне, і як пагрозу ўспрымаюць Беларусь вельмі малая колькасць насельніцтва, у адрозненне ад Расійскай Федэрацыі. Тым не менш, выразна бачна, што дыферэнцыяцыі моцныя, як ставіцца да рускіх, як ставіцца за беларусаў, яе няма. І тут адказ на гэта пытанне, чаму так адбылося, самы, напэўна, першы, які кідаецца ў вочы, гэта тое, што палякі вельмі мала ведаюць пра Беларусь, і было таксама такое пытанне в 2009, здаецца, годзе, которое показало, что на працягу апошніх 20 год толькі 1% палякаў калі-небудзь наведаў Беларусь. Ну і забегаючы наперад, бачна таксама па контент-аналізу сродкаў масавай інфармацыі, што там ёсць такі вельмі моцны перакос у паказванні дэманстрацыі Беларусі толькі як суб'екта міжнароднай палітыкі ў прывязкі да той сітуацыі, якая складаецца ў рэгіёне. Падтрымалі Расію, не падтрымалі Расію. У звязку з Расіяй вельмі часта Беларусь узгадваецца, плюс там падаўляючая колькасць артыкулаў у сродках масавай інфармацыі, там гаворыцца пра выключна Лукашэнку і тое, што адбываецца якім-небудзь жесткач, выраз Беларусь. Вот, поэтому и ставлю раскладывать. Так, Литва, Латвия. Литва, это у Литве Беларусь спрымаецца як найбольш варожая краіна, скажем так. Пазітыўна да беларусаў ставіцца толькі 6,5% насельніцтва. Гэта трошку больш, чым год 10 тому, потому что опытание 2006 года показало, что только 3,5% кажут, что Беларусь это сапраўдская краіна, при том, что кажут, что 20%, что Беларусь краіна варожая. Литовцы трошку больше, конечно, адрозніваюць беларусаў ад русских, там видать эта дифференциация. Латвия адрозніваецца моцна ад Литвы, тым, что Латвия больше сяброўскі ставіцца да Беларусі. 16% насельніцтва краіны сказала про то, что Беларусь краіна сяброўская. Плюс Латвия цікавая тым, что беларусы там знаходзяцца на першым месцы по шэрагу тых насельніцтва тых краін, адкуль прыцягальная міграцыя. Беларусы найбольш пажаданыя як працоўныя мігранты. На другім месцы украінцы і на трэцім месцы рускія. Латышы таксама зацікаўлены ў беларускіх таварах і досыць вялікі працэнт насельніцтва, 13 з нечым, выказаліся, што яны зацікаўлены ў том, каб ведаць больш пра Беларусь. Іх цікавяць у асноўным помнікі гісторыі культуры, цікавыя мясціны прыроды. Так, ну, зараз караценька пра конкурентаздольныя рэйтынгі наши. Мы проаналізавалі прыкладна 440 позиций у разнастайных рэйтынгах.
С тем, как поглядеть, где Беларусь находится на больш-менш таких высоких местах и что можно презентовать так само частку белорусского іміджу. І ми побачили, що насамрэч таких позицій досить шмат. Ну, ось тут тільки основні помістилися. Насамрэч у докладі там этому присвячений цілий великий блок, де і як ми там з'являємося. Ну, саме, наприклад, позитивных можна сказати, що у Білорусі вельми низький коефіцієнт Джимі, що добре в порівнянні з скандинавськими країнами, тобто соціальне розслоєння у Білорусі вельми маленьке. Так само doing business, особливо некоторые участки, наприклад, это регистрация власності і регистрация підприємства. Ми зараз там на 7-12 місцях, відповідно. Ну і так само цікаво, да, третє місце у світі по творчості масла. Ну і от, що дотичить так само аховує навкольне асяроддя, там викидають СО2, ось це ті речі, з якими Білорусь може представляти як так, по пошукових запросах я тут вам не буду подробязно это розповідати, скажу тільки, що саме, напевно, головне, що ми довідалися з ось цього блока дослідження, це те, що Білорусь, в принципі, це трактор. Коли нехто шукає по назві країни, то збільшого яны мають на увазі трактор, Білорусь, набуття запасних часток і самих, власне кажучи, тракторів. Для русских це так само санаторій. Беларусь, русские, ну, в принципе, все, не только русские, шукают спортовые мероприятия. Тобто, там полова, здається, усіх запитів, це пошук ніяких там футбольних, хокейних і інших матчів з уділом Білорусі. Ну і там ми робимо таку основу, що тут вельми великі всплески під час чемпіонату. Це означає, що спортивні мероприятия вельми моцно підвищують цікавість до країни. І по контент-аналізу. Сродков массовой информации, как я уже сказал, мы брали по 2 СМИ от кожной краины, вылучали артикулы за год, за опошний. Мы проанализовали 715 артикулов по всех краинах. Тут вы бачите, яким чином розмірковується кількість знаків саме у цих артикулах. Найбільше про Білорусь пише Польща. І так само польські сродки масової інформації, ми тут брали газету «Виборчу» і «Rzecz Pospolitą», вони пишуть найбільш довгі і такі обстоятельні, можна сказати, артикули про Білорусь. В той час, коли, наприклад, латвійські сродки масової інформації, вони дають такі коротенькі занотовки про Білорусь, які збільшого дотичать або спортових мероприятий, або контрабанди сигарет. Це просто подавляюча кількість артикулів, це спорт і контрабанда. Артикули польські, вони більш різностайні, вони, як я вже сказав, дотичать, по-перше, міжнародної активності Білорусі, питання безпеки, міжнародний гандль, що відбувається у Білорусі в політичному сенсі. Наприклад, була просто маса артикулів, присвячених президентським виборам у Білорусі, чого не було, наприклад, у латвійських. Ви тут можете побачити картинка, про що пишуть сродки масової інформації стосуються інших країн. Латвия, пожалуйста, ну, выборы там, конечно, меньше, там вельми великая такая разбежка, конечно, что они пишут про своих мытников. А какие 2 выдания российские вы взяли? С российских выданий мы брали «Коммерсант» и «Ведомости». Ну, то мы брали самые такие наибольш популярные и наибольш наведенные. Ну, это вот вельми коротенько про это наше доследование. Оно будет доступно, оно можно будет почитать. Больше благодарна. Дякую за увагу. Дякую, Денис. Дякую за то, что идеально с пункту гледжання тайм-менеджмента. Я передаю слово Александру Шпаковскому для критики, судя по всему, критики или реплик по услышанному. Александр, давайте будем ориентироваться на 10 минут. Добрый день, шановные коллеги. Насамрэч вельмі цяжка крытыкаваць дадзеную працу. Я з ёй быў азнаёмлены загадзя і трэба сказаць, што ў мяне асаблівых
критичних зауваг у відносинах до того дослідження, яке зробив господар Мільянцов зі своїми супрацовниками НЕМА. Есть некоторые зауваги и додатки, які, я думаю, були б корисні у тим ліку і для розуміння цього дослідження. Промовляти, напевно, буду по-русски, тому що для себе ці нотатки зробив по-русски, тому перейду зараз на русскую мову. Надо сказать, что в Республике Беларусь, как вы могли бы ознакомиться, в том числе и с содержанием данного доклада, практически отсутствуют неправительственные либо некоммерческие организации с участием государства, которые целенаправленно заняты продвижением имиджа Республики Беларусь на международной арене. Есть государственные структуры, которые уполномочены это делать, это другой вопрос, но фондов каких-то, либо НПО такого рода в Беларуси практически нет, как и не предусмотрено финансирование для такого рода структур. Поэтому имидж Беларуси в первую очередь связан с некими факторами, которые возникают по умолчанию. Спортивные мероприятия, международная обстановка, деятельность главы государства, который является достаточно ярким политиком на европейском политическом олимпе и так далее. Если переходить к восприятию нашей страны у соседей, то я бы добавил, что, скажем, изменяется на самом деле восприятие Беларуси в Российской Федерации. Да, действительно, подавляющее большинство россиян, как и ранее, полагают, что Беларусь является близким союзником, белорусы являются родственным народом, а сложившийся в Беларуси конституционный строй отвечает интересам России. Но мы это говорим о превалирующей точке зрения. В то же самое время есть определенная разница между мнением населения и мнением социально активного меньшинства. Если не сосредотачиваться на двух изданиях, а в целом делать какой-то контент-анализ российского интернета, в том числе комментариев, популярных блогов и так далее, то мы можем увидеть, что в отношении Беларуси превалируют оценки, в отношении внешней и внутренней политики Республики Беларусь превалируют оценки настороженные, а иногда даже прямо враждебные. Где-то это фиксируется на самом деле после 2008 года, после российско-грузинского конфликта, когда наша страна заняла особую позицию в этой связи. И особого пика такого рода неприятия белорусской политики достигает в моменты, когда Россия вступает в конфронтации с теми или иными странами на международной арене, с Украиной или с Турцией, например. И если Беларусь не занимает солидарную позицию с Российской Федерацией, демонстрирует какую-то особую позицию в этой связи, собственную, сообразно суверенным интересам, конечно, это в России вызывает критику. Поэтому этот момент, безусловно, надо учитывать. Социально активное меньшинство в России, которое является двигателем политических преобразований, не является пробелорусским. Это моя точка зрения. Дальше, что касается Литвы. Значит, негативное восприятие нашей страны на самом деле является малопонятным, потому что белорусы долгое время составляли основной процент так называемых шопинг-туристов в Вильнюсе, и фактически Вильнюс на определенном этапе был рекреационной зоной для минчан. Сейчас эти потоки снижаются, но вот если мало понятно это на первый взгляд, на поверхностно, да, то более глубинные причины негативного отношения литовцев к Беларуси очевидны. Они лежат в плоскости политики литовского правительства. Долгое время литовское правительство пыталось конкурировать с Польшей за перенаправление каналов потоков западной помощи для белорусской оппозиции. В этой связи пропагандистским трендом в литовских средствах массовой информации на освещение ситуации в Беларуси, опять-таки он был негативный. Если брать контент-анализ самого популярного портала Дельфи, то там превалируют негативные оценки, а материалы о Беларуси в основном перепечатываются с разного рода антибелорусских ресурсов, таких как Хартия 97 и прочее. Значит, кроме того, сейчас совершенно очевидно, что литовское правительство по ряду внутриполитических причин нагнетает ситуацию, нагнетает отношение своего общества в отношении белорусской действительности. Этому свидетельством последние скандалы, которые были вынесены в публичную плоскость так называемыми белорусскими шпионами, хотя если брать нашу точку зрения, тут, наверное, разведчики, если они имели место быть. Обычно такого рода вещи в публичную плоскость между странами не выносятся.
Затем Республика Беларусь однозначно воспринимается в Литве в качестве военной угрозы. Популярные литовские политологи говорят о том, что если у Кремля возникнет желание напасть на Литву, то значит всякие иллюзии относительно Беларуси исчезнут и так далее и тому подобное. Ну и кроме того, проблематика атомной электростанции, которая, на мой взгляд, в большей степени является попыткой определенных сил в Литве заработать для себя внутренние баллы в преддверии приближающихся парламентских выборов, потому что никаких вариантов остановить строительство этой станции на самом деле на настоящем этапе в Литве нет. Это надо было делать раньше, даже если у Литвы было такое желание, на стадии, так сказать, проектного замысла. Тем более у литовских коллег была вся подробная информация по этому вопросу. Ну и в связи вот с этими трендами литовской пропаганды я прогнозирую, что несколько стабилизировавшееся отношение литовцев в Беларуси, оно будет ухудшаться. Ну и, естественно, еще, я думаю, для этой аудитории это будет интересно, весьма, конечно же, в литовском дискурсе, особенно в среде литовской интеллигенции, серьезным образом дебатируется проблематика Вильнюса. Литовцы на самом деле знают, что этот город является многонациональным. Вот. Литовцы прекрасно осведомлены о белорусском участии в развитии этого города, о нашем восприятии Вильнюса как определенного рода духовной столицы, одной из форм нашей государственности Великого княжества Литовского. И, конечно же, литовцы очень боятся. Хотя на самом деле на серьезном уровне никто в Беларуси никогда вопрос пересмотра границ не ставил. Вот. Могу в качестве подтверждения своих слов сказать, что в 2013 году в Литовском Сейме была проведена дискуссия по общественной безопасности, и руководитель подразделения литовских вооруженных сил, который отвечает за информационно-психологические операции, озвучил информацию, что вот активизировались в сети интернет разного рода боты и тролли, активированные, значит, российской стороной, как всегда, в Литве, которые пытаются легитимировать в общественном сознании процесс передачи Вильнюса Беларуси. Да? То есть вопрос претензий на Вильнюс, он на самом деле тоже, этот страх, эта фобия существует в сознании наших литовских друзей. Что касается Польши, то я хочу сказать, что в последнее время, вот, несмотря на очевидный рост военной напряженности между двумя, будем говорить, не блоками, скажем так, потому что с УДКБ тут не все понятно, между двумя лагерями НАТО и Российской Федерации, когда наращивается военное присутствие вдоль белорусских границ, совершенно очевидно, что Беларусь тоже пытается свою военную доктрину привести в соответствие с новыми вызовами и угрозами. Вот несмотря на рост этой военной напряженности, отмечается некоторый позитивный фон межгосударственных отношений. Соответственно, на мой взгляд, вот, тоже я читаю два этих польских главных издания, несколько стабилизировалась риторика в отношении Беларуси. Вот. И то, что прошел визит министра иностранных дел Польши, вероятно, указывает на то, что наши польские коллеги будут предпринимать ряд шагов по снижению градуса антибелорусской активности. Пересмотрена программа Калиновского, на самом деле, которая больше не основана на приеме неких политических репрессированных. Поляки говорят о том, что сейчас таковых практически нет, а программа будет в первую очередь призвана стимулировать интеллектуальную миграцию из Беларуси. Это, конечно, тоже плохо, но это не звучит так резко, как раньше. Поэтому я так думаю, что это будет находить в том числе свое отражение и в общественных настроениях в Польше. Вот. Как-то я это вижу так. А в целом, что касается исследования, то я думаю, что оно будет очень полезно нашим органам государственного управления для того, чтобы понять те рэперные точки и основные моменты, объекты интереса в Беларуси, которые есть у наших соседей, и проблемные зоны, которые следовало бы определенным образом ретушировать. Спасибо. Спасибо большое, Александр. Уложились даже быстрее. Тут в целом то, что сказал Александр, достаточно дополняет то исследование, которое мы делали, и в некоторой степени показывает ту ограниченность, про которую я до этого уже говорил. То есть мы взяли, это фактически пилотное исследование, мы пытаемся нащупать, да, во-первых, эту проблематику, как ее анализировать, с тем, чтобы дальше уже выходить на какие-то более глубокий анализ, в том числе и контент-анализ СМИ, не только таких вот самых главных, которые отражают, скажем так, в целом видение, но и, возможно, каких-то таких альтернативных. Вот, например, мы, когда обсуждали методологию, мы пытались понять, нужно ли нам, например, отражать в латвийских средствах массовой информации понимание русскоговорящей части, потому что там есть СМИ, которые, в общем-то, направлены на эту аудиторию, и они по-разному подают информацию, по-разному расставляют
оценки. Фокусы и тематические, и оценочно отличаются от, скажем, от латвийскоязычных, поэтому мы видим, что да, здесь тоже есть что дальше исследовать, то же самое и в Российской Федерации, средства массовой информации, которые очень критически относятся к Беларуси, и их тоже хотелось бы изучать, но поскольку мы имели очень ограниченный такой период времени, и фактически вдвоем только работали с нашим социологом Леной Артеменко, поэтому есть, конечно, ограничения у этого исследования. Мы также в докладе представляем и рекомендации, с ними можно будет ознакомиться. Здесь я из-за того, что мало времени, не приводил эти рекомендации, то есть что нужно сделать для того, чтобы увеличить вот этот ресурс белорусской мягкой силы и улучшить белорусский имидж, оно тоже это все присутствует. Что касается динамики, то опять-таки, конечно, это будущее, можно сказать, этого исследования. Во-первых, мы планируем в дальнейшем изучить не только ресурсы мягкой силы, но и механизмы, то есть каким образом, если они применяются, если они осознанно белорусским правительством используются, например, в Российской Федерации для лоббирования белорусских интересов, продвижения белорусских товаров, то это тоже было бы интересно поизучать, насколько они успешны либо не успешны. И динамика отношений тоже касается, динамика отношений к Беларуси у соседей тоже представляется нам интересной. И вот та либерализация, которая сейчас наблюдается, и диалог между Европейским Союзом и Беларусью, в частности там, с польским правительством улучшаются отношения, ну, тоже полезно это было бы проанализировать, поэтому тут противоречий нет никаких. Спасибо большое, Денис. У нас еще будет возможность и обмена двух основных панелистов своими мнениями во время дискуссии. Я, в принципе, если бы здесь сидели представители, как говорит Александр, антибелорусских СМИ, например, Хартии, они бы наверняка сделали бы заголовок вроде там, «Белорусский квазинезависимый центр помогает властям отбеливать себя в мире». Да? В регионе. Мне вот интересно, Денис, в чем вот вы, авторы исследования, видели его цель? Я ни в коем случае не подписываюсь под этими оценками. Вопрос только в том, этим докладом вы хотите помочь субъектам, принимающим решения в Беларуси, продвинуть мягкую силу Беларуси или Беларусь мягкой силой, или же это сугубо такой исследовательский, аналитический проект? Во-первых, нам было интересно. Конечно, потому что, как я уже сказал, это исследование выросло из попытки посмотреть, каким образом здесь другие центры силы влияют на нашу ситуацию, но оказалось, что мы увидели, что там, например, в Украине все бензоколонки с вывесками «Белорусские якости», «Белорусские палево», там контрафакт белорусских товаров в Российской Федерации, ну, множество вот таких вот явлений, которые... Двери. Да, белорусские двери, там в Латвии тоже в каждом небольшом городе есть магазин белорусских товаров отдельный. Оказалось, что да, вот нас заинтересовал просто этот эффект и как мы можем его использовать. Ну, и поскольку, как я уже сказал, про ограничения временные, финансовые, человекоресурсные, этого исследования, мы пока сделали пилот. Мы попытались сделать срез социологии, посмотреть, каким образом в целом к Беларуси относятся. Ну, а если говорить о какой-то такой миссии этого исследования, то, конечно, нам хотелось бы посодействовать тому, чтобы белорусский имидж был более позитивен, чем он есть сейчас, потому что нам видится, что есть некоторая несправедливость в том, каким образом представляется Беларусь в наших евросоюзовских соседках. Только в них? Ну, как показывает исследование, в России и в Украине к Беларуси относятся намного лучше, даже, наверное, в России слишком хорошо. На этом открываем, что называется, поле для вопросов. У кого они есть, поднимайте руки и постарайтесь ваш вопрос умещать примерно в полминуты. Если у нас останется время, то позже мы перейдем к репликам. Да, и не забывайте представиться, так как вы представляете. Наталья, пожалуйста, первое слово. Можно ли называть вообще имидж Беларуси за рубежом soft power? Если мы говорим о, тут в определении НАЯ soft power имеется в виду действия, которые производятся относительно централизованно при помощи каких-то
правительственных мест, либо неправительственных организаций, ну, сверху мы хотим такой имидж продвигать? Или все же стихийно складывается в головах людей, можно называть soft power? Про soft power. На самом деле это не только действие, это вообще притягательность страны как таковая, либо блока какого-нибудь. И оно складывается с многих компонентов. Например, даже есть такой рейтинг soft power, британский исследовательский центр один такой делает. Он складывается там с привлекательности как образовательного центра, как культурного центра. Например, Соединенные Штаты как такой образ американской мечты, образ свободы. Это вот такой компонент soft power. Поэтому здесь, как я уже в самом начале сказал, когда говорил о методологии, там есть несколько компонентов, которые можно изучать. Во-первых, это ресурсы, то, про что мы говорим, да, то есть привлекательность как таковая страны. Есть инструменты, то есть используют либо не используют правительство вот эти вот возможности свои по продвижению. Например, там та же самая Россия, Соединенные Штаты вкладывают огромные деньги в том, чтобы там США распространяет демократию, Россия поддерживает русский язык, это все вот эти вот инструменты мягкой силы. И есть еще компонент анализа, это оценка того, насколько это все работает. То есть мы пока вот на этой первой ступеньке. Еще вопросы? Ну, во-первых, чому тільки у одночних до сусідів, а не на більш, так сказати, широкій просторі. Я так розумію, що не було часу і ресурсу. Абсолютно. Ось. Другий момент, це правди, притягальність країни, і наш може бути якби со знаком плюс і со знаком мінус. І я бачу, що у некоторих якби сусідів якраз мінус домінує. То бок, ну, мягкая сила, мягкая антисила, тут якби працює і то, і друге. А притягальність з мінусом це як? Не притягальність. Зло такое. Не притягальність. Это отштурховательность. Как бы вы, Валерий Иванович, сформулировали ваш вопрос или контртезис Денису? В образ Беларусі у країнах Єврозв'язу хутчэй негативний, чим позитивний. Это так. В общем-то, Тому якби... вроде бы Денис с этим и не спорит. Ні, це так і є, це, в принципі, показано ось на цьому першому слайді. Ну, тому якби в відносинах до країн Єврозв'язу, ну, якби питання трохи про м'яку силу. Ну, якби, ну, просто відпадає. Здесь, наверное, стоит вспомнить как раз-таки название доклада Дениса «Оценка потенциала». То есть здесь скорее, как любят говорить наши чиновники, когда что-то идет не так, как хотелось бы в торговле, у нас есть большой потенциал. Да? То есть здесь, наверное, речь идет о чем-то похожем. Да? То есть, что если в России потенциал позитивного отношения к Беларуси исчерпан, то в каком-то смысле, то... Мы ставили на мэце просто просочить, поглядеть, наколькі это ресурс есть, но мы отримали отказ, что у країнах-суседях, которые в Европейском Союзе, такого потенциала практично нема. Ну, в сенсі, я маю на увазі, притягальності нема. За гэтым, конечно, трэба працаваць, з гэтым можна працаваць, але зараз, конечно, ситуация такая, что до Беларусі ставятся хутчэй ворожа або індиферентна, чым пазітыўна. Асабліва от Польши і Літвы. Виталий? Віталій Циганков, Рада Свободи. Я, напевно, так само вже частково було сказано, ну, притягнув эту ж тему про потенціал, щоб справді бути таким по справі. То ось ваша головна, може бути, рекомендація, коли б вас спитали, скажем, да, які зацікавлені структури. Приймайте гэту дадзенасць як дадзенасць і не спрабаваць яе змяніць. Ці вось гэтыя лічбы, яны даюцца вылучаны для того, каб нейкія дзяржаўныя органы все-таки імкнуліся іх змяніць, трацілі на гэта сілы, грошы. То бок, ці лічыце вы, што вось гэты Париж стоіць месцы, ці лічыце вы, што трэба на гэта траціць грошы, ствараць дзяржаўныя структуры, каб вот яны займаліся іміджам Беларусі за мяжой, як там займаецца Расія, Америка, Ізраіль. Вось, ці гэта все-таки часам, мне здаецца, на Россию траць не траць, там будуць тыя ж самыя працэнты, а на, умовно скажем, Францию, там, ці Літву траць не траць, будуць тыя ж самыя працэнты. То ці лічыце вы, што трэба ствараць структуры, траціць на гэта грошы, ці гэта будзе пустая трата грошай? Ну, по-перше, это просто даследование, как я уже сказал. А другое, что, конечно, державные органы не могут до этого ставиться просто как даследование. Да?
Дзяржаўная палітыка это заўжды палітыка. Калі яны бачаць, што ёсць нейкія такія пэўныя лічбы і магчымасці, то да гэтага трэба неяк ставіць, неяк будаваць гэту палітыку. Канешне, калі ёсць магчымасць палепшыць гэты імідж і гэтыя лічбы, то яго варта паляпшаць, таму што, напрыклад, моя такая гіпотэза, што калі б не было такой прыцягальнасці Беларусі сярод расійскага насельніцтва, то наўрад ці нам дазволілі б калі-небудзь займаць такую перамоўную пляцоўку больш-менш нейтральную па украінскім канфлікце. Спрацавала таксама гэтыя механізмы мяккай сілы. Што датычыць прасоўвання тавараў, то я думаю, што тут таксама гэта адыгрывае вельмі вялікую ролю. Калі беларускія тавары маюць вельмі добры імідж і вельмі папулярныя в Украіне, у Расіі, то адпаведна падвышаецца і магчымасці для продажаў. Таму тут, канешне, трэба з гэтым працаваць. Іншая справа, што гэта ўсё патрабуе падлікаў, наколькі укладанні бюджэтных грошаў могуць прынесці выгаду праз нейкі час. Зноў-таки патрабуе пэўнага даследавання. Денис, я хотел бы одну секундочку прервать вот этот вопрос, мне очень кажется важным. В каких формах, на твой взгляд, может происходить вот такое вот продвижение мягкой силы имиджа Президента Беларуси? Самае простае, што можна рабіць, гэта арганізоўваць такія ж самыя прэс-туры, якія робяцца для расійскіх журналістаў, для ўсіх астатніх журналістаў з гэтых краінаў, пра якія мы кажам, таму што, як я ўжо казаў падчас свайго выступу, вельмі вялікую ролю адыгрывае тое, што насельніцтва краінаў, такіх як Польшча, проста нічога не ведае пра Беларусь. Паколькі сродкі масавай інфармацыі зацікаўленыя ў тым, каб прадстаўляць нейкія сенсацыйныя рэчы, там пабілі некага на плошчы, пасадзілі, вот гэта цікавае, то, адпаведна, у людзей ствараецца пэўная такая карцінка, што не ўсё вельмі добра ў гэтай краіне. І, як я ўжо сказаў, 1 толькі процент палякаў за апошнія 20 год калі-небудзь наведалі Беларусь, таму яны думаюць, што там за Бугам знаходіцца такая ж самая Расія, нейкім чынам ад Расіі не адрозніваецца. Таму першае, прэс-туры, праца з журналістамі, карпункты, сродкаў масавай інфармацыі. Другое, гэта, канешне, арганізацыя нейкіх такіх вялікіх бізнес-канферэнцый, інвестыцыйных форумаў і ўвогуле такая публічная дыпламатыя, або track-to diplomacy, арганізацыя такіх мерапрыемстваў, якія б спрыялі павышэнню інфармаванасці сродкаў масавай інфармацыі, людзей, которые працуюць непасрэдна з краінай, і звычайных грамадзянаў, і распаўсюд больш рэалістычнай інфармацыі пра краіну. Ну і там мы даем целый шэраг этих рекомендаций, можно будет... Я хотел бы по этому вопросу узнать еще мнение Александра, прежде чем мы продолжим сессию вопросов. Александр, мне кажется, в своем выступлении вы говорили, что недостаточно у нас в стране занимаются этим вопросом. Что бы вы сделали иначе, будь вы ответственны за принятие решений именно в продвижении такого позитивного образа Беларуси? Меня интересует вот по двум основным направлениям. В Россию, как нужно исправлять что-то, что не так, и в Евросоюз. Я не сказал бы, скажем так, что недостаточно. У нас просто этим вопросом занимаются исключительно государственные организации, потому что неправительственный сектор, в принципе, его целями и задачами подобного рода проекты, в принципе, не являются. Что я хотел бы сказать, например, в отношении Польши. Скажем, у наших польских партнеров организация «Мягкая сила» на территории Беларуси есть. Ну, во-первых, это институт польский, функционирующий при посольстве Республики Польша в Беларуси. Во-вторых, безусловно, в определенном смысле проводником польских интересов является католическая церковь. Но здесь надо говорить о том, что костел ведь может быть использован в другую сторону. Отношения с Ватиканом могут быть использованы нашей стороной, добрые отношения с Ватиканом для проведения наших интересов на территории Польши. В частности, для популяризации имиджа Беларуси. Я приведу классический пример. Ко мне не так давно приезжали польские коллеги, которые, посетив Красный костел в Минске, сделали очень позитивные выводы. То есть, например, в Польше в определенных кругах распространена точка зрения, что белорусское государство ущемляет права поляков и не дает им соблюдать даже свои обряды, веру и так далее. А увидев, какое количество людей в костеле, он сказал, что тут więcej людей не в Польше. То есть больше людей, чем в Польше в костеле. Поэтому этот инструмент может быть использован и в другую сторону, я имею в виду церковь. Потом, безусловно,
надо, наверное, симметрично реагировать на действия наших партнеров в отношении белорусских граждан, скажем, на выдачу карт поляка, и давным-давно пора ввести такой институт, как карта соотечественника. Мы должны облегчить возможность представителям нашей диаспоры, которые живут за пределами Беларуси, въезжать на территорию нашей страны. Это было бы правильно, потому что диаспора всегда традиционно является проводником белорусских интересов, вернее, интересов метрополии. Надо сказать, конечно, что в отношении диаспоры есть определенные вопросы, потому что белорусская диаспора неоднородна, она не в той степени координируется, наши колонии не в той степени координируются посольствами, как бы того хотелось, но я думаю, что в этом направлении есть ресурсы для усиления работы. Что касается России, то надо сказать, что там не так давно открыт белорусский деловой и культурный комплекс Российской Федерации, он только начал свою работу, но уже достаточное количество мероприятий культурных проводит, в том числе для россиян, и была белорусская неделя в Москве, когда граждане России могли знакомиться с белорусской кухней. И уже даже сейчас работа вот этого белорусского делового культурного комплекса, она встречает бешеное сопротивление разного рода черносотенцев в России. А это свидетельствует о том, что, в принципе, такой инструмент мягкой силы работает эффективно. Вот. Что касается работы в России, то, наверное, очень важно было бы работать с благосферой. Вот, потому что все-таки за интернетом, по всей вероятности, будущее, хотя пока подавляющее большинство населения, конечно, и у нас, и в России, и в Украине смотрит телевизор. Надо сказать, что именно через благосферу, через сеть интернет распространяется наибольшее количество антибелорусских мифов, домыслов и негативной информации о нашей стране. А как работать? Очень просто. Популярные блогеры в той или иной степени должны постоянно, периодически проводиться для них, должны на территории Беларуси какие-то мероприятия, как проводятся для вот этих вот ресурсов областных, районных, российских. То есть необходимо, не обязательно делать какие-то встречи с президентом. Посольство, кстати, уже делало такие вещи, но как-то это прошло без внимания в нашей стране. Сюда приезжали группы российских блогеров, они знакомились с нашей действительностью, но как-то это нашими СМИ не освещалось. Было бы неплохо делать двусторонние стыковки белорусских и российских блогеров на территории Беларуси. Это тоже было бы правильно, чтобы доводилась правильная информация и действительно достоверная в отношении нашей страны. Я тоже приведу классический пример. У меня есть один из коллег в России, который долгое время писал о Беларуси разные, так сказать, гадости. Побывав на пресс-конференции с участием главы государства, он достаточно четко сейчас на разного рода российских экспертных встречах излагает просто слово в слово позицию белорусской стороны и поясняет, значит, россиянам, почему Беларусь в Украине действует так, а не иначе. Это большое дело. Спасибо. Можно реплика? Я на самом деле хочу оборонить польские ресурсы, как польские агенты. Скажи, кто ты? Григора Степеня, центр Острогорска. Поляки глядят на Беларусь, то говорить на країну, которая имела такие же самые умовы в 89-90-х годах, как бы, и бачат то, что Польща опередила там, у рази, скажем так, экономично, політично, військово. И вот як им писать про Белоруссию? Что не глядя то, что это были наши ровные люди, але они деградовали, а мы в этот момент развиваемся. И чего они повинны писать? Вы ведаете, в Беларуси, конечно, кривавая диктатура, но в принципе там экология приложит, там типа сливочное масло, пятая країна в свете. Это же не хедлайнс, как бы, третье, это же не хедлайнс, как бы, для там выборщицы чи для когось. Выборщицы и Жечь Посполита, то есть они за прошлые там 3-4 месяца писали, в принципе, про две речи про Беларусь. Это чиж и раздеваться и работать. Не самые как бы такие уж гробящие имидж Беларуси. Да, про что будешь писать? Было про что іншее писать. Це то, что все-таки поляки мають свою призму, про которую вони бачать, то, что Беларусь деградовала за ці годы. І так само вони думають, все ж таки медіа шукають, все ж таки горячини, їм потрібно, що, конечно, така важна. Спасибо, пункт понятен. Денис, хочешь отреагировать? Тут справа акцентах. Я про акценты кажу, тому що справді, коли ти ведаєш лепшу речаіснасць, да, і ведаєш нюансы, ты по-іншому будеш расставляць акценты. А в акцентах там вельмі шмат дьяволов, скажем так. Ярослав, по-моему, была реплика. Так, у меня было подобное, что наконт Польши такий парадокс. З одного боку, больше все друкують про Білорусь, з іншого боку, не відрізняють росіянів і білорусів громадським міркуванням. Ці є коментар у тебе, Денис? А наконт меру, як можна Білорусь зробити більш відомою і більш зрозумілою,
мне здаецца, самае галоўнае это было падмяніць візы просто, ці спрасціць іх до такой ступені, каб можна было просто спакойна прыязджаць, глядзець, і бо зараз віза, нягледзячы на тое, што я просто атрымаць, што яна не такая дарагая для шмат якіх з каго з нашых суседзяў, это такі бар'ер, просто які шмат хто не хоча пераскокваць. Это, магчыма, може патлумачыць, чаму толькі 1% палякаў былі ў Беларусі. Ну, это одна з рэкамендацый, якую мы там даем, это завершыць гэты працэс палягчэння візавага рэжыма, магчыма, недзе рабіць просто в аднабаковым парадку, як это было зроблена падчас чэмпіянату по хакеі, або там з беларускай пушчы там знайшлі рашэнне. Я думаю, што калі будзе дастаткова палітычнай волі і будзе разуменне, што насамрэч это вельмі важна, да, то гэтыя справы нарашаюцца. Што датычыць гэтага парадокса, ну, з аднаго боку, это парадокс, з іншага не парадокс. Таму што, па-першае, я думаю, што людзі ўсведамляюць, паколькі Беларусь гэта расійскі саюзнік вайскова-палітычны, адпаведна, ён больш-менш рухаецца ў рэчышчы расійскіх інтарэсаў і расійскай палітыкі, ну, не беручы там пад увагі апошнія справы з Украінай. Таму Беларусь разглядаецца таксама ў гэтым кантэксце. А па-другое, я думаю, што калі там пішуць польскія сродкі інфармацыі пра чужа, да, або там раздзявайся і работай, то гэта, ў прынцыпе, можна пісаць і пра рускіх, і пра беларусаў. І тут якраз такі няма вось такого, гэта не нейкі такі аспект, который паказвае адрознасць культурную, нейкую іншую Беларусі ад России. Таму, скажем так, тут я не бачу никакой суперечности. Спасибо, Александр, была реплика. Насчет виз. Насчет виз, ну, сначала хотел бы, конечно, сказать, что вопрос деградации таких оценок очень спорный, по всей видимости, эмоциональный, несколько характер носит у коллеги. А что касается виз, то надо понимать, что танго – это танец, который танцуют всегда двое. Вот. И, конечно же, отмена в одностороннем порядке и сохранение при этом таких же расценок на визы для наших граждан, когда белорусы платят самые дорогие цены за право посещения Евросоюза и при этом получают, по-моему, 100 человек населения по-прежнему больше всех этих виз в мире, вот, хотя несколько число уменьшилось, и не создают проблем нашим европейским партнерам, это будет выглядеть несколько несерьезно с точки зрения нашей дипломатии, как мне кажется. Поэтому я думаю, что необходимо двигаться параллельным курсом вместе с европейскими коллегами и выходить просто на снижение цен на визы. Это будет позитивно сказываться и на наших контактах с Европой, и на восприятии в Европе Беларуси, а не делать односторонние уступки. У нас здесь что все-таки замежники, которые имеют счастье трапить в Беларуси, они платят больше, чем белорусы. Белорусская виза на самом деле Два пункта. По 150 долларов. Хотел бы здесь. У нас есть представитель МИДа, но я не буду просить вас комментировать, что все-таки вы здесь гость. Если захотите, вы можете принять участие в этой дискуссии. Насколько мне известно, сейчас оба этих вопроса находятся на стадии финализации, что упрощение визового режима с Евросоюзом, который переговорный процесс длится уже в активной фазе 2 года, 2,5, и процесс подготовки указа о либерализации визового режима, по крайней мере, там, для деловых кругов, а может быть для всех иностранцев. Будет синхронно. Посмотрим, сколько это будет синхронно, но еще, если не ошибаюсь, Валерий Иванович, была реплика, ответ тому, что говорил Александр, если не ошибаюсь. Бачите, какая у нас цікавая і дзіўная ідзе дискуссия, значит, что робить, коли товар не купляется? Отказ ободвух докладчиков просты, треба лепш його рекламувати. А може проблема полягає у іншим? Може проблема якраз у поліпшенні якості товару? І мені подається, що якраз без вирішення цієї проблеми поліпшення якості товару, чиста реклама цю проблему увогуле вирішить не. Прошу обоих отреагировать. Ну, досвід маркетинга і реклами показує, що можна втюхати абсолютно все. Тому гэта справа вырашальная, асабліва калі не можаш зрабіць больш якасны тавар, трэба рабіць больш якасную рекламу. Ну, цяжка і даражэй можа, чым реклама. Схадар Курмалевич, я разумею, чым вы кажаце. Вы, пэўна, ожидаеце звярнуць увагу на некаторыя ўспрыняцце беларускага палітычнага ладу за мяжой. Але трэба сказаць, што гэтае ўспрыняцце ўжо неаднаразова мянялася. І гэтым разам мы зноў знаходзімся ў фазе, калі гэта ўспрыняцце мяняецца. Таму я не думаю, што мае сэнс у сённяшняй дыскусіі, асабліва заходзячы з таго, што было асведчана ў даследаванні, гэтае пытанне нейкім чынам аналізаваць. Тым больш, я не думаю, што сабраўшыся тут маюць такую мажлівасць палепшыць
якасць гэтага тавара. Мы працуем з тым, што маем на сённяшнім этапе, і задача экспертнай супольнасці працаваць на паляпшэнне іміджу краіны, конечно, калі няма нейкіх іншых задач. Может быть, я достатково, может быть, так само стратегічную репліку наконт того ж пытання, я казаў, ці мэта згодна ўкладаць нейкія ресурсы, паколькі вось все-таки матчаў залежыць менавіта ад грунтоўнай стратегічнай палітыкі. Александр Лукашенко скажа, што мы браты, мы готовы так легчы касцьмі пад танкі, і гэта будзе 80% незалежна ад таго, колькі туды будзе уцюкана в рэкламу, так ці іначай. А Польша, раз она ўспрымае Беларусь як патэнцыйнага ваеннага саюзніка Расіі, здаецца, таксама колькі не вкладае в эту рэкламу, гэта наўрад ці зменіцца стаўленне, пакуль не зменіцца просто аб'ектыўная рэальнасць. Таму маё і сумненне наконт таго, што ці трэба траціць грошы, тое, што вырашаецца адной-двума рэплікамі кіраўніка дзяржавы, то, што вырашаецца просто асноўнымі палітычнымі тезісамі. І тут Виталий, пункт понятен, я прошу реагировать, и на этом мы будем не факт, потому что трэба лічыць насамрэч. І вось гэта якраз такі другі этап вот этого даследавання, да, інструменты мяккай сілы, наколькі яны эфектыўныя, і трэці этап, які будзе, я спадзяюся, в будучыні. Таму што, давайте параўнаем. Вот Александр Лукашенко сказаў пару рэплік наконт там саюзніцтва з Расіяй, да? Это одна ситуация. Сказал пару реплик наконт Крыма и так далее. Стал самым популярным лидером сярод усіх краінаў свету в Украине на сегодняшний день. Да? И вот чему он не стал самым популярным лидером, скажем, в России? Праз гэтыя две реплики. Так само такое пытанне. А что датычыць там вкладання в рекламу, трэба лічыць знутак. Я вот не готовы сказать зараз, варта она того ці не варта. Тут ёсць яшчэ одно пытанне. Насамрэч, з усіх суседзяў Беларусь найбольш грунтоўна спрабавала выбудаваць свой імідж у Расіі доўгі час. І трэба сказаць, што дагэтуль, нягледзячы на тое, што асобныя колы ў Расіі вядуць супраць нашай краіны інфармацыйную вайну, это і асабістыя ворагі Александра Лукашэнкі, і некаторыя іншыя людзі, якія з ідэалагічных меркаванняў это робяць, бо адмаўляюць беларусам у праве на існаванне ўласнай дзяржавы. Усе інфармацыйныя войны з Расіяй, і калійную справу, і так званыя мясамалочныя канфлікты, і нават эту санкцыйную вайну Беларусь пакуль выйграе за кошт таго укладзенага патэнцыялу, які быў зроблены ў 90-е годы. Зараз проста патрэбна перагледзець гэты інструментарый, таму што уже не столькі рэгіянальная прэса адыгрывае роль, толькі, на мой погляд, інтэрнет российский, коли сказать про Россию. Спасибо большое, Александр. Я думаю, что оба наши эксперта еще не покидают нас, и можно, в принципе, будет пообщаться с ними в кулуарах конференции. А я благодарю вас всех за активное участие в дискуссии. Благодарю Дениса, благодарю Александра. Согласны вы или нет с ними, согласен я или нет с ними, согласны ли они между собой, я думаю, мы все согласимся, что имидж Беларуси среди стран соседей и, в принципе, за рубежом явно недоисследованная тема, не отрефлексированная достаточно тема в нашей стране. И лично я рад тому, что такие исследования на таком уровне начинают появляться.